Лидеры детских общественных организаций Коми вылетели в Москву, чтобы выступить на парламентских слушаниях в Госдуме о состоянии детского движения в России. Виктор Прокушев встретился с делегатами накануне отъезда. Софья Жукова из Ухты – победитель всероссийского конкурса «Лидер 21 века» и лауреат премии президента. Завтра она выступает на парламентских слушаниях в Госдуме. Она уверена, законодателям России пора прислушаться к мнению детей. Я считаю, что, во-первых, главная проблема детского движения – это то, что государство не придает этому особого значения. Они считают, что действительно детское движение – это низкий уровень. Это никак не связано с судьбой России и все. Но я совершенно не согласна с этим, потому что дети – это все-таки будущее. И из таких, как я, в будущем вырастет кто-то будет президентом. На слушание выехал и наставник Софьи Жуковой Владимир Тимин. Он говорит, сегодня дети создают интересные проекты и успешно воплощают их в жизнь. Если пригласили детей, то это как раз, наверное, первый признак того, что детей хотят услышать и, наверное, уже в обществе и в государстве сформировалось понимание того, что мнение детей необходимо учитывать и детей привлекать к принятию решений. На федеральном уровне республику представят 3 самые активные организации: Лига мирных инициатив Ухта, Созвездие сердец Сосногорск и Детская ассоциация Коми. Ее лидер Василий Андреев намерен поднять кадровые и финансовые вопросы. Детские общественные организации выживают как только могут, потому что практически у нас в Республике Коми детским движением занимается общественная организация. То есть у нас нет ни одной государственной структуры, которая бы занималась детским движением. Итак, это будут первые российские парламентские слушания с участием детей. Раньше стратегию и вопросы воспитания подрастающего поколения в Совете Федерации и Госдуме обсуждали только взрослые. Сначала делегаты из разных регионов обсудят инициативы общественников, а уже потом самые важные вопросы озвучат законодателям. Виктор Прокушев, Евгения Оводова, телеканал Юрган.